Хамухалбаргала. Мы живем в эпоху великих перемен, когда каждый из нас стоит перед выбором: покорно принимать судьбу или быть свободным человеком и бороться за свое будущее. Башкиры всегда выбирали свободу. И сегодня наш долг — продолжить дело наших предков, которые сражались за свою независимость и достоинство. Текущий авторитарный режим держится лишь на страхе и насилии. Экономика России, построенная на грабеже и коррупции, рушится под тяжестью санкций. Бесконечные имперские войны от первой русско-чеченской и оккупации части Грузии до войны в Сирии и полномасштабного вторжения в Украину приносят простым гражданам лишь хаос, смерть и разрушение. Улицы заполняют убийцы и насильники, выпущенные из тюрем, а русские неонацистские группировки вновь чувствуют себя хозяевами по всей стране. Эти всевозможные русские общины, участники которых скакали на русских маршах под теми же черно-желтыми имперскими флагами, сегодня проводят уличные рейды, открыто и агрессивно выступая против нерусских. В СМИ регулярно сообщают о потоках нелегального оружия и боеприпасов из зоны СВО. Все это говорит о том, что страна стоит на пороге глубокого кризиса. И если мы не будем готовы, то всеобщий хаос поглотит и нашу республику. Но мы, башкиры, народ, знающий цену свободе. Мы с особым трепетом чтим и помним имена батыров, которые боролись против московских колонизаторов и сотни лет отстаивали право нашего народа на самостоятельность. Сегодня настал наш с вами час встать на защиту своего народа. Москва систематически уничтожает нашу историческую память, запрещает наш язык, разрушает природу и отправляет наших сыновей на чужие войны. Но мы не можем позволить, чтобы наш народ стал инструментом в руках империи. Мы наследники великих воинов, батыров, что боролись за свободу, а не за порабощение народов. Мы, участники башкирского национального движения, уже активно готовимся к борьбе за интересы нашего народа. Но не стоит ожидать, что кто-то придет и спасет башкир. Спасение будущего нашего народа в наших с вами руках. В то же время мы не призываем никого к безрассудству. Все мы знаем, что в республике развернуты настоящие репрессии против башкир. Мы видим, как силовики фабрикуют уголовные дела против молодых парней, провоцируя их через своих агентов, интернет-провокаторов. В сложившихся условиях важно действовать максимально легально и организованно. В преддверии возможных потрясений и разгула вооруженной преступности русских неонацистских организаций необходимо действовать сообща, организуясь в небольшие группы из родственников и близких знакомых. При самостоятельной подготовке необходимо поддерживать контакты с другими подобными группами из соседних районов. В целях безопасности приобретайте легальное охотничье оружие. На случай масштабных угроз будьте готовы оперативно прибыть в места общего сбора, для чего должны быть наготове и транспортные средства с необходимым запасом ГСМ, и спецодежда. По всем этим темам запланированы отдельные посты в группе башкирского сопротивления в Telegram. Это не просто меры предосторожности. Это единственный способ защитить свои семьи, свой народ, сохранить достоинство в условиях нарастающего хаоса. После тьмы всегда наступает рассвет. Но чтобы встретить его, нужно действовать уже сегодня. Сила башкир всегда заключалась в единстве нашего народа. Время империи уже давно прошло. Настало время и башкирам стать свободным, самостоятельным народом. Башкортостан, Ирекле Буласа.